Каждый водитель должен знать правила дорожного движения и соблюдать их до последнего пункта. В них прописан буквально каждый аспект управления транспортным средством и поведения на дороге, в том числе как нужно вести себя при появлении патрульного автомобиля в потоке. В случае, когда обгон автомобиля ДПС запрещен. Для того, чтобы правильно принять решение, нужно знать правила дорожного движения, грамотно оценить происходящую на дороге ситуацию и выбрать верный алгоритм действий. В первую очередь стоит обратить внимание на то, с какой скоростью и в каком режиме движется патрульный автомобиль, работают ли у него проблесковые маячки и звуковой сигнал. Помните, что в большинстве ситуаций полицейский автомобиль является обычным участником дорожного движения, и на него действуют те же правила, что и на остальные авто. Однако, если у машины горят синий и красный проблесковые маяки, то обгонять ее нельзя, так же как нельзя обгонять и те машины, которые сопровождает полиция. Обгонять полицейскую машину с нарушением скоростного режима запрещено, так как это явное нарушение правил. Как можно обгонять автомобиль ДПС? Еще раз подчеркнем, что без включенных проблесковых маячков машина полиции является обычным транспортным средством, а потому и обгоняют ее в соответствии со всеми правилами дорожного движения, не превышая допустимую скорость движения, в местах с подходящей разметкой и хорошей видимостью на дороге. Не забываем про подачу световых сигналов. Можно ли опережать экипаж? В первую очередь вспоминаем о том, что обгон – это опережение впереди идущего транспортного средства с выездом на встречную полосу. Опережение – это совершение аналогичного действия, но без выезда на встречную полосу. В правилах дорожного движения четко и однозначно указано, что опережать патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками можно. Само собой, с соблюдением всех остальных правил и скоростного режима. Поэтому помним правила, соблюдаем их, и все на дороге будет хорошо.